Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Определились победители открытых соревнований среди команд силовых ведомств и представителей гражданских организаций. Семейно-бытовое насилие, равные гражданские права и поправки к закону о здравоохранении. В Сухуми прошел женский форум. Вышла в свет книга, составленная из 40 номеров газеты «Ткварчельский горняк», выпущенных во время Отечественной войны народа Абхазии. Стали известны победители открытых соревнований «Армейский кроссфит», которые прошли среди команд силовых ведомств республики и представителей гражданских организаций. Подробности в материале пресс-службы СГБ. 15 декабря по инициативе Центра специального назначения Службы государственной безопасности Абхазии при поддержке руководства СГБ во взаимодействии с Абхазским стрелковым клубом были проведены открытые соревнования «Армейский кроссфит», приуроченные ко Дню сотрудника органов государственной безопасности. Первый открытый турнир по армейскому кроссфиту приуроченный ко Дню сотрудника служб госбезопасности. Это не классическое соревнование по практической стрельбе именно, а это комбинированное, где учитываются и физическая нагрузка, и стрелковая подготовка. То, что касается физической нагрузки, да, здесь есть, например, один из этапов, где начальный этап, где команда толкает внедорожник, потом быстрые перемещения, перебежки. Стрельба ведется из карабинов, из длинноствольного оружия, из автомата и пистолета. В соревнованиях приняли участие 13 команд, состоящих из военнослужащих силовых ведомств республики и представителей гражданских организаций. Основные цели и задачи – повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников и гражданского населения, патриотическое воспитание молодежи в духе защиты Родины и повышение интереса к службе в вооруженных силах. По результатам соревнований третье место заняла команда СОБР МВД. Второе и первое места заняли команды Центра специального назначения Службы госбезопасности Абхазии. Спасибо всем. Я думаю, в дальнейшем он будет еще масштабнее, шире. Еще раз всем спасибо. Верховный суд приговорил Тамаза Абухба к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии. Абухба признан виновным и осужден за убийство Анри Чхабилия, имевшего место 30 марта прошлого года. Согласно приговору, Абухба признан особо опасным рецидивистом. В Сухуми прошел женский форум, участники которого обсудили такие важные вопросы, как семейно-бытовое насилие, равные гражданские права и поправки к закону о здравоохранении. По итогам работы к депутатам парламента принято обращение, которое подписали все участники, представители общественных организаций, инициативных групп и СМИ. Все подробности в репортаже Рады Чичава. Розита Герман отметила, что общая цель всех фондов и организаций, принявших участие в мероприятии, это благополучие Абхазии, соблюдение прав каждого жителя. Для нас принципиально, конечно, не просто собраться и поговорить. Мы хотим сделать очень важный посыл обществу, потому что каждый из нас обладает очень важной информацией, прежде всего важной для тех, в чьих руках решение многих проблем. Первым спикером, выступившим на форуме, стала Мариета Топчан, руководитель Ассоциации женщин Абхазии, с докладом, посвященным итогам работы кризисных центров. К сожалению, сегодня многие негативные явления, не свойственные нашей культуре и быту, оказываются реальностью наших дней. Кроме того, в нашем обществе тема семейных отношений является все же закрытой, отсутствует практика публичного обсуждения таких фактов, поэтому всю информацию можно получить только при соблюдении строгой конфиденциальности. Проблема насилия в семье и обществе с каждым годом становится все более актуальной для современной Абхазии. Это подтверждают исследования, которые были проведены и АЖА, и «Авангардом». Сейчас это Женский фонд развития. И также исследование в 2019 году, проведенное в Абхазии ООН «Женщины» при содействии АЖА.
Как рассказала Мариетта Топчан, на сегодняшний день в Абхазии работают консультационные центры для женщин и девочек, пострадавших от жестокого обращения в Сухуме, Очимчире, Гале и Гагре. В центрах работают подготовленные специалисты, в том числе способные оказать психологическую, юридическую и медицинскую помощь, предоставить сопровождение в государственные органы и судебные инстанции. За 11 месяцев зафиксировано 755 обращений. Из них 535 консультаций, это психологические, юридические, 112 сопровождений. То есть это социальный работник идет вместе с женщиной, иногда это и мужчина бывает, или юрист наш, или психолог, и пытаются добиться правды и защиты. 107 перенаправлений. Первичных из 755 238 – это новые кейсы, то есть за весь год 238 кейсов новых, а остальные старые. Это 209 женщин, 10 мужчин и 19 несовершеннолетних. Среди них и девочки, и мальчики. Мариетта Топчан отметила, что подход к решению проблемы домашнего насилия должен быть комплексным. Необходимо участие всех секторов государства и социума. Одной из главных тем форума стало обсуждение закона о здравоохранении, принятого в 2016 году и запрещающего искусственное прерывание беременности. Представительницы двух общественных организаций «Амч» и Клуб общественных дел Алиса Пачалия и Лия Агарба выступили с докладами о влиянии закона на демографию страны. После принятия закона рождаемость упала, следующий слайд, на 44%. А начиная с 2020 года естественный прирост перешел в убыль и составил минус 0,28%. Очевидно, что инициатива правительства не сработала. Это неудивительно, потому что при рассмотрении закона не было учтено мнение медицинского сообщества, женщин и экспертов по правам человека. Мы не можем привести статистику абортов, которые делаются нелегально или за пределами Абхазии. Мы не можем сказать, сколько женщин пострадало из-за таких обращений, не можем сказать и рассказать истории женщин, подвергающихся психологическому насилию, проходящих через уничижающие процедуры получения разрешения на проведение абортов. Закон в первую очередь отразился на тех женщинах, которые живут в крайне неблагополучной обстановке, с низким уровнем дохода и воспитывающих от 3 и более детей. Юрист Астан Хашик презентовал поправки к закону о здравоохранении в части запрета абортов, согласно которым предлагается установить право женщины на искусственное прерывание беременности в случае наличия медицинских и социальных показаний. Мы вводим в закон о здравоохранении непосредственно новую статью, которая будет регламентировать порядок проведения искусственного прерывания беременности. В первую очередь эта статья устанавливает в части 1, что женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. И вторая часть этой статьи указывает на то, что государство запрещает искусственное прерывание беременности по социальным показаниям по истечении 21 недели беременности. К социальным показаниям авторы проекта отнесли наличие инвалидности 1 или 2 группы у отца, наличие в семье ребенка с врожденной инвалидностью, пребывание женщины в местах лишения свободы, если срок наказания превышает 5 лет, наличие решения суда о лишении или ограничении родительских прав беременной, материальная необеспеченность, несовершеннолетний возраст, наступление беременности в случае насилия и ряд других. В соответствии с предлагаемыми нами поправками перечень медицинских показаний и состояний проведения искусственного прерывания беременности определяется Министерством здравоохранения. И проект закона также предусматривает создание специальной комиссии, постоянно действующей врачебной комиссии, которая будет разрешать и рассматривать вопросы в случае, если жизни беременной будет угрожать заболевание, которое не попадет в основной перечень. Также предлагается дополнить Уголовный кодекс республики, установив уголовную ответственность за проведение аборта без информированного и добровольного согласия женщины и за проведение абортов позднее 22 недель беременности. На форуме выступила руководитель детского фонда Абхазии Асида Ломия, которая рассказала о необходимости создания кризисного центра для детей.
Одному ребенку посчастливилось, другому ребенку, немножко посчастливилось. И слава богу, что есть еще абхазский интернат сухумский, в который мы можем договориться, и ребенок какое-то время может проживать там и учиться, естественно. Но субботу, воскресенье, представьте себе, или на праздники, или на летний период, этих детей девать некуда. Потому создание кризисного центра, как мы говорим, для детей, которые хотя бы временного содержания, чтобы потом последующие были этапы, когда их возьмет кто-то на воспитание. Оказывается, есть люди в Абхазии. Также на мероприятии был зачитан доклад, посвященный влиянию домашнего насилия на детей, подготовленный Камой Аргун от благотворительной организации «Панорама». Доклад о проектах экономического усиления женщин, реализованными Женским фондом развития города Гал, представила Лана Чкадуа. В завершении форума юристом ЦГБ Саидом Гизирдава был презентован проект закона о семейно-бытовом насилии, который уже представлялся в парламент республики в 2019 году. По итогам форума было принято обращение, подписанное всеми участниками и присутствующими, которое будет передано в парламент. В дальнейшем в Народное собрание будут переданы проект закона о бытовом насилии и проект поправок к закону о здравоохранении. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета на контрольном пункте милиции Мюссера обнаружены и изъяты 27 аппаратов по добыче криптовалюты. Общая мощность обнаруженных аппаратов составляет 3100 терахэш в секунду. Суммарная потребляемая мощность электроэнергии около 90 киловатт-часов. По предварительным оценкам, рыночная стоимость 27 аппаратов составляет около 5 миллионов рублей. Оперативные подразделения ГТК проводят дополнительные мероприятия для установления обстоятельств незаконного ввоза указанного оборудования. 14 декабря 2023 года примерно в 22:00 должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации на контрольном пункте милиции Мюссера при участии сотрудников данного КПМ было остановлено и подвергнуто досмотру транспортное средство Toyota Noah под управлением гражданина Республики Абхазия, двигавшийся по направлению в сторону города Сухум. В результате досмотра данного транспортного средства были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты WhatsMiner N50 в количестве 27 единиц общей производительностью 3100 терахэш в секунду, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя села Кутол Ачимчирского района. Далее оперативная сводка МВД. Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере вменяется жителю села Кутол Ачимчирского района Кинтаба Адгуру Тамазовичу, 1992 года рождения. Последний задержан на посту ГАИ Мачара, когда следовал на автомобиле марки Toyota. При обследовании автотранспортного средства гражданина Кинтаба был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством марихуана. Оперативные мероприятия провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском ОВД по Гулрыпскому району. Уголовное дело, возбужденное в отношении Адгура Кинтаба в соответствии с частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственная группа Гулрыпского РОВД. Развитие территориального планирования и зонирования земель, вопросы землепользования, возможные пути решения экологических, социальных и управленческих проблем, градостроительный кодекс. Эти и другие актуальные вопросы обсудили в Абхазском государственном университете. Во встрече приняли участие вице-премьеры правительства Владимир Делба и Кристина Узган, министр сельского хозяйства Беслан Джопо. Репортаж Гугу Цивардания.
Экологические проблемы землепользования, некоторые вопросы правового регулирования и использования земель в Абхазии, государственный кадастр недвижимости, градостроительный кодекс. Эти и другие вопросы стали главными темами круглого стола в АГО. Открывая встречу, ректор Государственного университета Алик Огварамия отметил необходимость создания водного, земельного, лесного кодексов нашей страны. Имеем сведения о том, какие у нас богатства, и уголь есть, и металлы есть хорошие, там, и прочее, прочее. Проходит время, а мы обсуждаем вопросы, не имея соответствующих кадастров. А кадастр переводится как систематизированный свод сведений. Это различные направления, которые очень важны для нашего государства. В начале беседы ее участники отметили, что вопросы использования земель и их охраны, а также кадастра всегда актуальны, так как после человеческого земельный ресурс является ключевым в любой стране. Это и политика, и экономика, и будущее. Поэтому все вопросы, связанные с землей, ее рациональным использованием, охране, конечно, должно придаваться ключевое внимание. Тема, которая заявлена сегодня, она отличается высокой актуальностью, высокой научной и практической значимостью. Как все мы знаем, в соответствии с Конституцией нашей республики, земля является достоянием нашего народа и не подлежит продаже. И, безусловно, вопросы землепользования имеют архиважное значение. Доклад на тему развития территориального планирования и зонирования земель в Республике Абхазия с учетом практики и методики Российской Федерации представил профессор, начальник отдела науки и аспирантуры Тимур Шалов. Количество информации, знаний по КБ у меня больше. Я рискнул именно на примере сравнения одного из регионов России, Северокавказского региона Кабардино-Балкарии и Абхазии привести данную попытку анализа. Территориально горная часть в Абхазии, как мы знаем, занимает 2/3 территории. По данным различных источников, официальных 64%, около 5500 километров. Холмистая низменная часть, остальная треть. По Кабардино-Балкарии то же самое получается. Если суммировать предгорную и горную зоны, они занимают 2/3 территории. Доклад на тему некоторых вопросов землепользования в условиях современной Абхазии представил заслуженный работник Высшей школы республики, доцент АГУ Александр Страничкин. От того, как используются земли, зависит наша продовольственная составляющая. Я не собираюсь говорить о том, что все плохо. Есть множество примеров, когда сельхозпроизводители показывают достаточно эффективное использование земли для производства продуктов. Мы должны перейти к товарному производству сельхозпродукции, ее хранению и переработке. Если туризм является локомотивом нашей экономики, и он должен иметь мультипликативный эффект, то сельское хозяйство должно быть одним из факторов развития. В рамках встречи министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что существующие формы законодательства, которые применяются на практике, не работают эффективно. Главной проблемой является то, что принятые землепользователями обязательства не выполняются. Земельный налог, он низкий, арендная плата формируется из расчета ставки земельного налога. И получается, что можно взять 50-100 гектаров и, в принципе, платить небольшую нагрузку в виде земельного налога, а жестких ограничений по неисполнению обязательств и обратному отчуждению, в данном случае в пользу государства, значит, этот механизм, к сожалению, не работает. Это действительно так. Тут вопрос, конечно, к системе в принципе. Обсудили и экологизацию экономического развития. Одной из наиболее характерных черт современности является экологизация экономического развития. Если экономика на индустриальной стадии развития нацелена на быстрый экономический рост в условиях потребления сырья и топлива,
а значит на усиление деградации окружающей среды, в особенности экосистем, то для постиндустриальной экономики типичен преимущественный рост третичного сектора или сферы услуг. В ходе беседы ее участники еще раз отметили необходимость грамотного и бережного использования земель, а также принятия градостроительного кодекса. Земля – это, наверное, одно из богатейших ценностей нашей страны. Ее потенциал, он точно, и грамотное распределение земли точно даст возможность поступательному развитию нашей страны. Вовлечение земли в оборот – это задача не только нашей страны, это задача любого государства. Насколько грамотно вовлекать, какие нужны решения для этого. Определив свои границы, вот и сегодня работает комиссия по демилитации, и знаем свои границы, определяем, и наше основное, как вы заметили, помимо человеческого ресурса, основными достояниями и богатствами являются земельные ресурсы. Ну, все мы понимаем, что все войны, конфликты, все это происходит, в основном причина это территориальные споры. И после определения своих границ рациональное использование этих территорий является основным, наверное, основной задачей. Также темами для обсуждения стали растительность и почва в Ризинском реликтовом национальном парке. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джопуа встретился с президентом РАН Геннадием Красниковым. Главы двух академий обсудили дальнейшее взаимодействие между научными сообществами России и Абхазии, а также договорились об актуализации и содержательном наполнении действующего соглашения о сотрудничестве. Во встрече также приняли участие вице-президент РАН, академик Владислав Панченко и начальник управления международного сотрудничества РАН Михаил Серегин. В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения Александры Назадзе, кавалера ордена Красной Звезды, героически погибшей в боях за Ростов-на-Дону в 1941 году. Учащиеся и педагоги 15-й Сухумской средней школы, которая носит имя Александры Назадзе, посетили ее родное село Отхара. Возложили цветы к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии, после чего в Отхарской средней школе состоялся памятный вечер, где учащиеся 15-й школы прочитали стихи, посвященные героизму абхазской девушки. Александра Назадзе родилась в простой крестьянской семье. Училась, работала пионер-вожатой, но у нее была не женская мечта – стать офицером Красной армии. Девушка добилась разрешения стать военным своими силами перед самой войной. Назадзе заканчивает военно-политическую академию имени Ленина. Похоронена она в станице Нижнегниловская, а при организации Кумжинского мемориала ее прах перенесли в братскую могилу в этом мемориале. Среди мужских фигур памятника мемориала есть женская фигура Александры. В 1968 году улицу, на которой погибла Александра, назвали ее именем Назадзе. В администрации города Сухум сотрудникам, ветеранам вручили юбилейные медали Министерства обороны. 30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии. Смотрите репортаж пресс-службы столичной администрации. В администрации города Сухум сотрудникам-ветеранам вручили юбилейные медали Министерства обороны «30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии». Глава администрации города Сухум Беслан Эшпа на торжественной встрече, посвященной вручению медали, отметил, что долг каждого жителя страны – помнить о подвиге ветеранов и чтить память погибших в войне. Хочу вас от всей души поздравить с нашей юбилейным годом, не только датой 30 сентября, у нас весь год юбилейный, 30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии. И в этой связи Министерством обороны была учреждена медаль 30-летия победы, и по решению Министерства обороны практически, наверное, все ветераны Отечественной войны, и не только ветераны Отечественной войны, те, кто помогал, рядом стоял, всячески оказывал содействие, Министерство обороны таким образом награждает всех участников Отечественной войны народа Абхазии. Это история наша, и это подтверждает, что мы 30 лет прошло после победы, мы развиваемся. Да, конечно, много было и специальных операций по Кодорскому ущелью, по Гальским событиям. Все это велось к тому, чтобы наступила мирная жизнь. Вот. И мы всегда должны с оглядкой на все, что было сделано 30 лет назад, свои действия, свою работу, свой быт, свою жизнь, не только в столице, но и во всей республике,
И, конечно, в первую очередь на память тех ребят, кто сложили свои головы, и, конечно же, те, кто остались инвалидами после Отечественной войны народа Абхазии. Огромное спасибо Министерству обороны, Илья Шалович, огромное вам спасибо, что вот решили вот в такой, скажем, официальной обстановке наградить ребят и пожелать им тоже, наверное, успехов. Министерство обороны Абхазии учредило юбилейную медаль, которую вручают ветеранам, медработникам и работникам тыла, внесшим вклад в приближение победы. В фойе администрации чествовали награжденных. Что для меня большая честь сегодня вручить вам эти награды. От имени министра обороны Республики Абхазия хочу вас всех поздравить с этой наградой, которую вы заслужили своим великим трудом. Хочу поздравить с этим годом нашим, годом 30-летия Победы и с наступающим Новым годом. Желаю всем удачи, желаю всем здоровья и всем нам мира. Ветераны, сотрудники столичной администрации поблагодарили Минобороны за оказанное внимание и пожелали, чтобы в Абхазии никогда не было войны, а медали вручались только за мирные достижения и спортивные победы. Естественно, это внимание, естественно, это приятно. И спасибо администрации, спасибо тем, кто все это организовал. Спасибо то, что не забывают. Айвлар иднаголот, айвлар хамтас, гуаларфяга сируртот, и того парастот. Обри рабхадзе джузга забри хамта. Нас ушта винброма хонта бас гуаларфяга са юбилейт медаль айбашяла хозируртот. Того парастот ус бзе джоб шзала. СМШ, бри традиция бзе нинхалат, а ветеранша даша фишукса, гвабзера гвамчанша и фитат. В столичной администрации более 40 сотрудников значатся в списках Минобороны, как ветераны и работники тыла. Амрамич Алексея Бухава, пресс-служба администрации города Сухум. В Сухуми презентовали книгу, составленную из 40 номеров газеты «Ткварчельский горняк». Эти номера были выпущены во время Отечественной войны народа Абхазии. Книга издана тиражом в 500 экземпляров. Составители книги – доктор исторических наук Аслан Авицба и Мадонна Квициния, которая работала в этой газете и смогла сохранить подшивку газеты. На презентации уникального издания была Лаура Капш. Газета «Ткварчельский горняк» выходила со дня основания города 1942 года, и горожане ее любили, потому что она отражала все, что происходило в маленьком, но уютном городке. Люди приходили в редакцию, писали письма, в которых просили о помощи или, наоборот, рассказывали о своих коллегах, соседях, друзьях. Но с началом войны в Абхазии редакция оказалась в трудном положении. Редактор Сократ Джинджоля, будучи депутатом Верховного Совета Абхазии, уехал на очередную сессию. Вернуться, естественно, не смог. Да и сотрудников в редакции осталось всего 3. Но, тем не менее, газета продолжала издаваться. И вместо Сократа Рачича газету возглавила Ольга Касимова, которая была его заместителем. Ну и мы первое время до начала 1993 года, да, были сильные перебои, частые перебои со светом, но, тем не менее, мы выпустили 26 номеров. Это, конечно, не то количество, которое мы выпускали в мирное время, но это тоже давалось нам с большим трудом. А уже в 1993 году мы выпустили всего 14 номеров, потому что света практически не было. Ну вот, когда была возможность, выпускали, а иногда, должна вам сказать, в типографии, в которой работали одни только женщины, они иногда несколько номеров вообще собрали вручную. Каждое слово, вот, представляете, вручную набирали тексты. За время войны было издано всего 40 номеров. Первый военный номер датирован 15 августа 1992 года, а последний 9 июня 1993. В номерах переданы дух и атмосфера блокадных дней Ткварчала. В Музее боевой славы прошла презентация книги, составленной именно из этих 40 номеров, которые были выпущены во время Отечественной войны народа Абхазии. Составителями книги являются доктор
исторических наук Аслан Авицба и Мадонна Гвициня, которая работала в этой газете и смогла сохранить один экземпляр подшивки газеты. Из страха ее потерять сначала она хранила подшивку дома, потом в Национальной библиотеке. Но ни Аслан, ни я, мы ничего бы не смогли сделать, если бы у нас не появился спонсор. Я набралась смелости, написала творчалцу Джумберу Леонтьевичу Ткипучава, который очень много оказывает помощи и городу Тхварчал, и жителям Тхварчала, и вообще Абхазии тоже. И просто моего одного письма оказалось достаточно, чтобы он оплатил все типографские расходы, и чтобы мы издали уже книгу к юбилею, к Дню Победы, к 30-летию и к Новому году. Газета «Ткварчильский горняк» была любимой, которая доносила информацию до жителей. В советское время было много изданий, но эта газета стояла на первом месте, отмечает Сократ Джинджолия. К чести газеты, это героизм, конечно, с самого начала, с первого дня войны был взят правильный тон, правильное отношение к тому, что происходит, правильное отношение к противнику. Это не только Волощук, так сказать, но сама редакция, Мадонна, вот здесь находится Нателла Вобо, Касимовой, к сожалению, здесь нет, она живет далеко, в Нижнем Тагиле. Вот 3 человека, на ком держалась газета и делалась. Да, писали люди, но это было не очень. К концу 90-х годов, когда я еще работал, трудности уже навалились. Электроэнергии не было вовремя. Типография, боже мой, в каких условиях работала типография? Газета «Ткварчельский горняк» – символ несгибаемости и героизма бойцов Восточного фронта и жителей города, который, несмотря на ожесточенное давление со стороны оккупационных грузинских сил, остался непокоренным. Она внесла достойный вклад в дело общей победы, сделала возможным увековечивание героизма жителей города во время войны. Газета не просто, она как бы шла, отражала жизнь, которую... Но она и обратную получала реакцию. В газету, в период войны в газету писали люди. Это же удивительно. Они, верили в то, что... Я еще раз хочу подчеркнуть, что слово, которое несла газета, верили этому слову, верили. И вот эти слухи все, они опровергались. И я думаю, что эта книга, она должна быть, конечно, не только в Тхварчеле находиться, она должна быть везде и всюду, и в Музее боевой славы займет она свое определенное место. В школах она должна быть, ее должны читать, по ней должны соизмерять все, что делалось во время войны. Это часть нашей истории, часть нашей войны. 14 августа в 11 часов прекратилась мирная жизнь Тхварчала. На малочисленный город шла армада, и нужно было сопротивляться и поднимать дух населения. С чем и справилась газета, отмечали выступающие на презентации книги. Вы можете понять, в штабах, на фронтах, линиях, вот эту страницу хотели посмотреть, почитать газету. И газета свою роль выполнила. Не вспомнить об этом тоже нельзя. Первые дни войны. У нас уже были погибшие. Валерий Тебович, как председатель обороны парламентского комитета, был в Ткварчеле, ездил. Какой-то самоходно, какой-то движение, знаете, это такое страшное оружие, Запорожец назывался. Военный Запорожец. И он уже оборону выстраивал. И у нас была надежда, что мы выиграем. Мы первый день уже... После 11 часов дня боев мы уже выступали ночью и говорили, что мы одержим победу. Я удивляюсь, вот этот народ, какой он боевитый, какой дух имеет. И как важно, что вот этот дух был передан со страниц газеты. Эта книга, я думаю, она будет очень долгое время востребована. Фактически без знания истории, без элементарных знаний того, что же было в прошлом, какие события были в Абхазии, наверное, вряд ли наше нынешнее поколение сможет что-то в этом плане сделать дельное. Но эта проблема есть, проблема истории. Очень многие, конечно, вкладывают
большой вклад в историю. Я имею в виду, в последнее время выходит очень много сборников, очень много материалов выходит, вот архивных материалов. Издание рассчитано на историков, политологов, студентов, преподавателей, а также тех, кто интересуется новейшей историей Абхазии. Лаура Капш, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. Вышел очередной номер газеты «Республика Абхазия». Письма воспоминания героя Абхазии Вячеслава Эшба, присланные из Москвы в редакцию газеты, опубликованы в номере. Майор запаса вооруженных сил Республики Абхазия Татьяна Шутова и почетный академик АНА Павел Флоренский рассказывают о первом знакомстве с Вячеславом Ахметовичем и о преданности Абхазии. Важно не терять связь с поколением. На вопросы корреспондента Республики Абхазия Лейлы Пачули отвечает председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазов. «Я хочу рассказать о человеке, имя которого нельзя обнаружить в учебниках по истории, в толстых книжках с яркими обложками. Я хочу рассказать о своей бабушке». Так начинается довольно интересная статья студентки 4-го курса филфака АГУ Дианы Пабба. А вот студентка 4-го курса журналистики Сабина Тодуа очень красочно описывает в своей статье студенческую жизнь. Постоянные читатели газеты «Республика Абхазия» наверняка заметили, что верстка номеров изменилась. Это результат чрезвычайно интересного и плодотворного сотрудничества журналистов Татарстана и нашей страны. Завершен второй международный конкурс на знание русской и абхазской словесности. В нем принимали участие около 300 школьников со всех районов Абхазии. Конкурс проводился в рамках сотрудничества СКФУ и Абиги. Было несколько номинаций: лучшая сказка, лучший сценарий настольной игры, лучший видеоролик за уважение традиций русского и абхазского фольклора. Победителей наградили дипломами и подарками. Учителям, которые готовили школьников, были вручены благодарственные письма. Для уточнения учетных данных призывников, принятия решения о призыве, предоставлении отстрочки или освобождении от призыва на военную службу на основаниях, предусмотренных законом, ниже указанным гражданам призывного возраста следует обратиться в военные комиссариаты по месту постоянной регистрации, провести необходимые консультации, получить разъяснения и подробную информацию о проводимых мероприятиях предлагается в консультационных пунктах при военных комиссариатах республики по адресам или телефонам, которые вы видите на экране. Полномочный представитель МИД Абхазии в ФРГ Хибла Амичеба приняла участие в рождественском вечере Евразийского общества, прошедшего в Берлине. В своем приветственном обращении к гостям вечера Хибла Амичеба рассказала об исторических связях Германии, Абхазии и России, а также от имени руководства МИД пригласила гостей вечера посетить нашу страну. Абхазский боксер Харитон Агарба одержал победу в поединке с Дулатом Бекбауовым из Казахстана. Бой состоялся в рамках очередного грандиозного турнира «Ночь чемпионов IBA» в Астане. Всего на турнире в Астане прошли 8 поединков, каждый из которых состоял из 6 раундов по 3 минуты. И в каждом противостоянии принимали участие боксеры из Казахстана. Харитон Агарба – серебряный призер Европейских игр 2019 года. Он не знает горечи поражений в профессионалах. На его счету уже 13 побед. 19 декабря в Абхазском драмтеатре состоится концерт камерного оркестра республики. Слушателей ждет новая программа и несколько музыкальных произведений, которые оркестр и солисты исполнят впервые. Начало в 18 часов, вход свободный. И в завершении выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 16 и 17 декабря на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу со второй половины дня временами дождь, местами дождь с градом. В предгорьях дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 6,11. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.